этом торжественном мероприятии открытия детского садика. Когда я был маленький, у меня не было такой возможности ходить вот в такие вот красивые детские сады, которые построены сейчас здесь. А у вас такая возможность есть. Поэтому я вам хочу пожелать, чтобы дети получали здесь максимум знаний, максимум удовольствия, чтобы хорошо кушали, чтобы росли большими и готовились к школе. А родителям я хочу пожелать, чтобы вы радовались тому, как растут ваши дети, как они получают знания, как они готовятся к школе. В следующем году будет построена новая школа, и детям через буквально пару-тройку лет будет куда пойти, в новую школу учиться и продолжать их знания. Поэтому я вас поздравляю с этим праздником, с открытием детского сада. Всем вам здоровья и успехов. Все эти проекты, объекты, детские садики, школы особенно, это колоссальная, огромная помощь федерального центра и президента страны Владимира Путина, и председателя правительства, и правительственного блока. И не случайно вы здесь, как федеральный министр, как наш министр по делам Северного Кавказа, присутствуете здесь на открытии этого объекта. Когда мы строили эти городские, у нас такая же ситуация в 105-м массиве в Назрани, где тоже целый городок вынужденных переселенцев. Это люди, которые долго-долго добивались справедливости по обеспечению жильем, потерянного во время боевых действий. И жилье обрели, а вот для детей не было условий. Если мы смотрим в 105-м массиве в Назрани, там мы уже и садики, и школу сдали, и с 1 сентября, начала учебного года, там уже дети пойдут в школу. Здесь, конечно, нам придется чуть-чуть подождать, мы поднажмем. Я думаю, что в начале нового учебного года в 2019 году, то есть в августе 2019 года, мы школу здесь откроем. И надеюсь, что мы в этих городках, в том числе с учетом и национальных проектов, построим и здесь, и в Малгобеке 110 гектаров, и в Назрани еще амбулатории. Тогда у вас получится такая своя хорошая жизнь в одном месте шаговой доступности. Поэтому я желаю успехов, здоровья нашим детишкам, великолепные золотые дети. Еще раз всех поздравляю. Именно это тот день, когда можно говорить, чтобы Спасибо.